Талия, ты уже ту одежду сняла, да? Такая красивая была вчера. Ну, сегодня тоже красивая. Вчера очень красивая была. Сегодня на встрече в основном говорили об обновках для промышленников. Гости из разных городов готовы поделиться своими технологиями. Так нижегородские атомщики предлагают установки для производства водорода. В результате мы получили стоимость водорода где-то в диапазоне 1,75-2,33 доллара за килограмм. Сама идея, она очень интересная, потому что сегодня без водорода практически серьезных вещей делать невозможно. Резиденты иннопольца представили несколько проектов, как можно оптимизировать действующее производство. Это создание цифровых двойников и запуск систем, которые будут анализировать все данные и выявлять ненужные процессы. Вот реально жизнь, она выглядит вот так. Мы с вами думаем, что это некая последовательность закономерная. Нет, она вот такая. Предлагается более верхнеуровневый анализ, постоянный причем, процессов внутри, которые позволят и сами процессы по срокам сократить, выявить ненужные паразитные связи и позволить сократить издержки. Еще промышленникам предлагают обзавестись акустоэлектронными датчиками для мониторинга оборудования и применять переработку полимеров совместно с нефтяным сырьем. Как отметил Рустам Миниханов, такие технологии интересны, и их нужно брать в разработку. Очень надеюсь, что мы будем полезны взаимно. Нам очень интересны вот все эти вот нововведения, которые позволяют повысить эффективность, повысить безопасность, но и самое главное, повысить доходность. Нашей промышленности, что работает на экспорт, готов помочь и новый национальный проект. Уже готовы субсидии и будут снижать ставки по кредитам. У нас с Нижнекамскнефтехим работа ведется, Нефис Косметикс тоже заявку готовит, поэтому в валюте там пропорциональный пересчет. То есть, да, отрицательную ставку мы не выйдем. Какое-то ограничение по сумме есть? Свыше 70 миллиардов, по-моему, там по проекту, стоимость проекта. До 70 миллиардов должна быть. До 70? Да. Выше нет? Цифра выше. Как подытожили, все технологии и меры поддержки нужно использовать. По итогам первого квартала в нефтегазохимии объем производства пока не могут превысить показатели минувшего года. Дмитрий Айрин, Марат Зайдуллин, ТНВ, Казань.